Сегодня у нас замечательное событие, творческая встреча с очень известным якутским художником, заслуженным деятелем искусств Республики Саха-Якутия, доцентом кафедры живописи Арктического государственного института искусств, членом Союза художников России Марианной Михайловной Лукиной. Но мы с вами, наверное, когда приходим в музей, всегда застываем в немом восхищении перед каким-либо произведением и задаем вопрос, а почему художник именно так написал ту или иную картину, чем он ее написал, что послужило вдохновением. Особенно, наверное, нам хотелось бы, например, узнать, почему Рембрандт создал такое огромное количество портретов своей собственной жены. Ответ, конечно, напрашивается сам, потому что он ее любил. Но мы не можем спросить этот вопрос у художника, задать ему. А сегодня у нас с вами удивительная возможность непосредственно задать все вас волнующие, интересующие вопросы Марианне Лукиной. А мы с вами находимся в зале, где представлена ее персональная выставка. И если у вас была возможность сегодня, вы познакомились с произведениями, которые здесь представлены. Возможно, у вас уже созрели какие-то вопросы. И сегодня у нас будет еще небольшой подарок от Марианны Михайловны, автору самого интересного вопроса, который Марианне Михайловне понравится. Она вручит свою небольшую работу авторскую. Но я хотела бы еще сказать, что Марианна Михайловна дочь известного якутского художника Михаила Лукина. И, конечно, напрашивается тоже такой вопрос, повлияло ли на тебя, Марианна, то, что ты родилась в семье Михаила Лукина, и ты захотела стать художником? И почему ты захотела стать художником? Добрый вечер. Ну, Юлия, я думала, сейчас ты очень долго будешь про меня рассказывать, я уже так расслабилась. А тут уже сразу вопрос пошел. Ну, конечно, то, что я родилась в семье художника, на меня повлияло при выборе профессии, скажем, да. Хотя вот моя мама говорит, что я в детстве кем только не мечтала стать, и врачом, и учительницей, и даже милиционером. Я даже написала сочинение в школе, это я точно помню, и был, значит, задан вопрос учительнице, кем хотите стать, напишите сочинение. И я вот точно помню, что я хочу стать милиционером. Интересный такой выбор, а с чем это связано, ты не помнишь, какие у тебя это были тогда у меня ассоциации? связано, я даже сама представляла, да, что вот я буду бороться с хулиганами, чтобы вот на свете не было хулиганов. Вот это вот моя была мечта, и поэтому я, ну, так, видимо, написала. Ну, такое желание у меня было. Ну вот, потом я еще, я помню, мечтала стать оперной певицей. Там у нас были пластинки, я помню, такие, ну вот раньше ведь были такие пластинки. Виниловые, да, виниловые. Очень популярно было. Ставила я там вот эти вот, особенно я помню оперу «Безе Кармен», и я прям подражала, пела. Ну и потом я картавила до 8 класса, и мама говорит, что я очень переживала, жаловалась, что вот я хочу стать певицей, а, наверное, я не смогу стать певицей, потому что я картавлю. И вот они, мама и сестра, каждый вечер почти со мной занимались над произношением, чтобы я хорошо произносила эту букву «Р». Ну, в детстве вот она у меня была такая, типа как французы говорят, да? Вот. Ну, а потом как-то само собой получилось, что после 8 класса мама меня повела, летом, помню, к Киму Леониду Александровичу, чтобы я получила, как сейчас говорят, как, скажем... Основы или... Да, как уроки вот дополнительные
занятия. Ага. По рисованию, да, по живописи. Повела в мастерскую Кима Леонида Александровича. Ну и вот, и он сразу, он так обрадовался, увидев меня, помню, и так сказал: о, как на папу похоже, особенно походка у тебя, как у папы. А я такая призадумалась, думаю, так, папа ведь мужчина, что у меня у девочки походка, как у мужчины, значит. Ну вот, ну вот, и с этого момента как бы пошло-поехало, да, и я помню, он вручил мне акварельные краски, сам свою бумагу дал акварельную большую и объяснил все, вот какие надо краски покупать. В то время уже были вот эти вот краски Ленинград. До сих пор они сейчас котируются, как бы, да, когда человек собирается серьезно заняться живописью, ему всегда рекомендуют эти краски, а не те, которые такие вот кругленькие, медовые еще Да, их да, да. называют, детские. Ну, сейчас школьники Ага. на уроках используют. Да, и, ну и вот и сразу он мне поставил такой сложный натюрморт, я помню, прямо вот с чораном, с чепраком на заднем фоне, сам, с котыя там. Прямо вот в мастерскую себя в середине поставил, все сказал, пиши. Ну, конечно, он там мне показал пару приемов, там, как надо все это делать, объяснил все. Но я помню, и у меня довольно-таки неплохо получилось. А папа тебе как-то помогал в твоих вот этих художественных устремлениях? Чему-то Ну, учил или... папа у меня ушел из жизни, когда мне было 5,5 лет. Да, 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 да. Ну, а то, что он повлиял, конечно, это его наследие, да, его картины. Я помню, у нас в Сейсарах на стенах висели его картины. И как вот я всегда люблю рассказывать, вот у вас в музее она хранится, вот «Перед дорогой» картина 66-го года, большая такая, 2×3. Вот она висела у нас в спальне, и я под ней спала, скажем так. Ну и все, и после, значит, того, как я получила азы, так скажем, у Леонида Александровича, я поступила в художественное училище. А в художественном училище у кого училась? В художественном училище я поступила на отделение декоративное оформление. Оказывается, тогда вот не каждый год как бы набор был на живопись, там они чередовали. 1 год живопись, 1 год вот декоративное оформление. Ну и вот и получилось так, что я попала на декоративное оформление, и нашим педагогам по композиции, так скажем, тогда сейчас по-современному звучит дизайн, да? По дизайну у нас был Ершов Владимир, был такой хороший педагог. А по живописи и по рисунку как раз тогда приехал Павлов Николай Афанасьевич после академии. Молодой и полный сил. Молодой и полный сил, да. Вот. И я помню, главный его совет был: никогда не используй черную краску. Вот не покупай черную краску, он говорил мне. Ну, я пошла по своему пути, да, я черную краску покупаю. Ну вот можно здесь посмотреть, да, ты используешь. Ну, это, наверное, связано с тем, что я потом уже, когда в институте попала к Таиру Салахову, да, и вот что удивительно, да, он не боится черного цвета, да, вот как, ну, кто знает творчество Таира Салахова, что у него в работах присутствует черный цвет. Но, тем не менее, они светятся, они прямо наполнены светом, жизнью, да. И я считаю, что это не имеет значения, какими ты цветами пользуешься. Я помню, у нас в институте был парень, Башарин, вот имя сейчас я его забыла, но у него палитра была из 3 цветов. Вот краплак, умбра, белила и охра. И вот он привязался к этой палитре, да, и все, и он не может уже себя оттуда вывести. Но он создавал вообще классные вещи, тем не менее. Ну, человек привыкает к своей гамме цветов, да, к своей палитре, но тем не менее он
как-то обходится ими и свой почерк, Ну, это, свою... если посмотреть на выставку, у тебя ранние работы тоже ты более как бы в сдержанном, да, колорите работала, тяготеющем как бы к монохромным, а потом уже у тебя привлекали и более яркие декоративные краски, и мы тоже можем увидеть даже здесь, вот сидя в этом уголке зала, твои декоративные Ну, потому работы. что это тоже совет одного из моих руководителей в мастерской. Ассистентом Таира Салахова был Сергей Николаевич Шильников. И он мне советовал, ты, говорит, не зацикливайся на своей палитре, вот, которую ты выбрала, да, а экспериментируй, пробуй там другие палитры, другие цвета. Ну, видимо, этот совет у меня тоже как бы запомнился, да, и я стараюсь как бы не зацикливаться на одной цветовой палитре и стараюсь как бы экспериментировать. Ну и думаю, что еще впереди эксперимент. Надеюсь. Может, у кого-то есть вопрос? Еще пока не готовы. Но я уже сегодня сказала, что Марьяна Михайловна буквально вот 29 сентября открыла персональную выставку. И вот у меня в связи с этим такой вопрос. Вообще для художника это волнительное, конечно, событие, а вот выставлять на суд зрителей для тебя это какие чувства, ощущения связаны? Ну да, когда И вообще ты любишь выставлять свои работы на суд зрителей? Люблю. Ну, потому что художник ведь не может там ограничить себя только в мастерской, да, и смотреть и на свое творчество как сам на себя, да, и Да, все. да. Он должен показывать свое творчество. И особенно ценны в этот момент, конечно, скажем, мнение коллег, да, и искусствоведов, да. Да, да. Ну и, конечно, такого зрителя, народного зрителя, да, тоже очень важны, конечно. И, конечно, это волнительно, и как бы, например, у артиста сцена, да, Да, да. а у художника это выставка. выставочный зал, скажем так, выставка. Ну и хорошо, когда приятно делать персональную выставку, потому что я знаю, когда вот такие сборные выставки, когда очень много авторов, да, там какие-то там такие большие выставки, когда очень много-много авторов, например, со всего, например, Советского Союза, раньше всесоюзные выставки были, да, и я помню, тогда мы отправляли работы, но работы там оставались такие в ящиках, да, их даже не открывали, не вешали, потому что мест уже не было, потому что там уже как бы и московских художников очень много, да. И, конечно, они тоже достойны, да, но вот такое дело было, что не хватало места, да. Да, для региональных художников. И мы оставались как бы без зрителей, скажем так, да. Поэтому, а персональная она, вот ты сам как бы хозяин, да. Ну, это, наверное, еще и определенный итог какого-то творческого периода. Ну да, я вот как бы, ну, уже пошло такое, что я по юбилейным датам делаю выставки, вот, каждую пятилетку, скажем, по советскому. Отчет за пятилетку. Ну, около 100 работ. Это работа в течение лет 30, да? Ну, где-то так, ага. Ну, тут еще надо сказать, что не все тут висит, как бы, да. Да. Не все. Да. Ну, есть еще, конечно, картины, которые были куплены там где-то, да. В частных коллекциях находятся. Да, конечно. Я вот впервые вашу картину увидела в частной коллекции. Моего брата, там, значит, девочка-балерина, вот на таком вот черном фоне она лежит. Вот, и, знаете, она меня заворожила. И я с тех пор начала за вами следить, да, с тех пор, правда, для меня это было открытие, как бы далекий, так скажем.
начала сидеть, начала смотреть и поняла, что вот вы занимаетесь, у вас есть какая-то серия с балеринами связана, да? И вообще сначала я увидела то, что такой черный-черный фон, и девочка такая вся светится. Вот то, что вы сказали, я потом услышу, да? И я вот хочу вот такой вопрос задать. Как вы расстаетесь со своими картинами, вот, которые уходят в частной коллекции, возможно, их никто никогда потом, ну, как бы, публика не увидит. Вот как вы с ними расстаетесь? Вот, для меня это очень интересный вопрос. Для меня очень интересный. И потом вот такой вот еще вопрос, может, под вопрос, да? Вообще, где, как приходит вдохновение? Наверняка вы задаете его журналисты много раз, но вот интересно, вот оно приходит, вот говорит же, аппетит приходит во время еды, да, например, не надо, не хочу, вот Михаил Старцин говорит, я даже не хочу, я прихожу в мастерскую, начинаю рисовать, и как бы вдруг что-то там рождается. Вот как у вас это происходит, и как расстаетесь со своими картинами? Ну, вот эта картина, кстати, вот у меня знакомые были на открытии, и все спрашивали, а где шпагат? Да, под Да, шпагат. она называется шпагат. Там была изображена моя подруга, она балерина была. К сожалению, она в этом году ушла из жизни, Таня Хабарова. Вот. Но как я расстаюсь, да? Ну, иногда некоторые работы мне как бы даже, я даже не продаю, можно сказать. Да, да. Ну и потом у нас есть такие как бы, ну вот, хорошие покупатели, скажем, да, когда они достойно оценивают, да, работы. Ну, с такими людьми приятно как бы, да, дело иметь. А так, чтобы вот так вот, как строить типа выставку-продажу, ну, это когда делаешь что-то на продажу, это уже совсем отдельно что-то можно сделать. Ну, уже как, да? Ага. Ну, у нас такого особо нету. Это меня спасает то, что я работаю в институте, ну и имею как бы, зарабатываю себе на хлеб, да, сама, преподавательской деятельностью. Поэтому так как такового, если бы я, конечно, не работала бы, да, ну не знаю, как бы я что-то, цветочки писала бы, да, там на продажу. Но это тоже, кстати, занимает много времени, такое творчество, да, и потом надо как бы найти это, угадать. Да, то, что мы могли бы что потенциальные, да, потребители Да. купить. Да, ага. Ну, я помню, как-то однажды я написала один натюрмортик такой. У нас в худфонде был салон. Мгм. Там еще Аза Саргоева сидела, продавала, я помню. Ну, давно, это давно было. И там вот у нас принимали как бы картины в оплату за мастерские. Ну, что-то такая договоренность какая-то была. Ну и вот я помню, специально тогда написала вот с целью, чтобы купили один натюрморт такой. Ну, цветочки, там ваза, что-то еще, там лимон, что-то. И я помню, я понесла, и в худфонде он был, этот салон. И девушка такая Да, на поднимается, Белинского. девушка поднимается и смотрит такая, а вы это продаете, говорит. Да, продаю. До салона не донесла. Я еще до салона. Но я донесла до салона, потому что это надо было зафиксировать и в счет мастерской засчитать. В общем, я помню такой случай, что вот сразу прямо сходу. Ну, а так получается, у тебя как покупают работы? Это как находится покупатель? Ну, вот сейчас у нас выставка, наверное, кто-то смотрит, к нам обращаются, вот мы можем дать твой контакт. А так вот, если просто вот, когда нет выставок, как тебя находит покупатель? Никак не находит. Нету. Нет? Не находит. Ну, вообще, это тоже, это... Ну, это целая довольно-таки- проблема, мне кажется, характерная вот для региональных художников. Это отсутствие как раз вот арт-центров или арт-дилеров, которые могли бы продвигать вот искусство художников. Потому что я прекрасно знаю, мы когда делаем крупные выставки и везем наши художников работы, в том числе Марианны, ну вот сегодня Михаила Гавриловича упоминали,
вызывает большой резонанс у посетителей, которые приходят на выставки в Москве. Вот мы тогда в Манеже возили же выставку в Санкт-Петербург в 2005 году. Конечно, хотелось бы, чтобы о наших художниках знали не только у нас в Якутии, но и в центральных городах. Поэтому, конечно, целая проблема существует в позиционировании и изобразительного искусства Якутии, и наших художников. Ну вот с чем это связано, наверное. Ну, а вообще, как бы это, художник не должен думать в своем творчестве, что, ой, хоть бы купили там или что-то такое, да? Именно не по поводу финансового, а именно с каким чувством вы отпускаете, так по-другому, с каким чувством вы отпускаете свои картины, вот они же уходят, кому-то вы дарите, кто-то покупает, где-то кто-то вот в музей, например, выкупает. С каким чувством вы расстаетесь с картиной? Просто, вы знаете, что нарисовали, и потом вот оно, по идее, куда-то должно уйти же по-хорошему. Нет, не жалко. Ну, но если жалко, то оставляйте, и да. не продаешь, так скажем. Например, вот этого оленя, вот у меня, кстати, спрашивали, хотели купить, но я сразу сказала, если я буду продавать, то за очень дорого. Потому что народ, он как бы, он думает, что, ну, буквально там 2 копейки, да, как мы ведь не печатаем их, как пирожки, да, скажем, творчество это совсем не то. И поэтому я считаю, что настоящий художник, он не думает о том, что вот купят, не купят, да. Он пишет, если он от себя у него идет это творчество, да, то он об этом не думает. Да. Даже, может быть, я даже знаю, там один художник, я, говорит, специально такие вот делаю работы, ну, типа, такие вот какие-то, на его взгляд, страшные, да, типа что-то такое, чтобы вот я не хочу, чтобы это покупали, чтобы это продавалось, а вот я для себя вот, у меня вот нутро такое, вот такое. Самовыражение. Ага. Ну, говорит, но все равно покупает, говорит. Ну, значит, наверное, близко высказывание художника тому человеку, который покупает. Ну, это не сама цель, это вот, конечно, для художника. Ну, конечно, есть художники, которые чисто вот работают как ремесло, да, которые вот чисто на продажу что-то делают, что вот, ну, следят за тем, что публике нравится, да, и вот только этим занимаются. На это тоже очень много времени уходит, конечно, на это тоже краски уходят, кисти портятся, да, тоже это нельзя не назвать творчеством, это тоже творчество, но оно уже совсем другое. А замысел у тебя как возникает картина? Вот ты что-то посмотрела, там, музыка на тебя произвела впечатление, какой-то фильм? Или вот как возникает вот это вот? Ну, замысел... Вот почему ты оленя захотела написать? Ну вот иногда вот что-то приходит такое резко в голову. Такое, как будто что-то щелкает, да? И прямо думаешь, ух ты, вот так вот надо сделать. А иногда просто вот, например, вот эти натюрморты, да, якутские, просто они уже своей красотой как бы, да, меня вдохновляют. Вот эти Вещи старинные утварь, да. Например, вот эти вот, ну, как бы современные чураны, вот, ну, я бы не стала их писать, да. Вот так вот. Творческий кризис? Не хочется писать? Но в любом случае художник, между прочим, я тоже вот как Старостин говорит, приходишь в мастерскую, все равно надо что-то поделать, что-то там, либо этюд какой-то написать, либо там рисунок какой-то сделать, потому что рука, она как бы у художника, она должна вот как у спортсмена, он, например, тренируется, да, вот перед марафоном бегает, каждый день бегает, чтобы когда он вступит в марафон, чтобы он не выбился, как бы, да, чтобы у него... Показатели хорошие были, дистанции. Да, да.
И художник тоже, вот, как вот многие художники сравнивают вот со спортсменами себя, что художник не должен оставлять как бы это, да, он должен всегда там быть в форме, там, цвет накладывать, там, руку набивать, там, наброски делать, зарисовки, что-то надо делать. Если даже ты как бы не вовлечен в какую-то большую работу, да, ну как бы у тебя пока отсутствует в голове, что ты что-то должен сделать, то ты все равно какие-то там, ну, маленькие натюрморты пишешь, там, этюды, идешь на этюды, пейзажики пишешь там, что ты делаешь. То есть... Елена Михайловна, вот такой вопрос. Какой период жизни вам особенно запомнился и в связи с чем это? Вот когда у вас творческое вдохновение было, да, осмысление какое-то философское, и в связи с чем все это у вас было? Какие годы? Ну, я над этим не думала. Ну, конечно, для художника вот главное иметь мастерскую, да. Вот я, например, когда закончила институт в 91 году, у меня не было мастерской, и я по этому поводу очень, как бы сказать, как бы переживала, да. И когда вот в 97 году я получила мастерскую в Доме художника, то, конечно, тут у меня уже, когда мы получили ключи, вот, кстати, я получила мастерскую там, где работал Илья Семенович Сивцев. Знаменитый якутский график. Да, знаменитый якутский график. Отцом якутской графики его называют. Да. И, кстати, он даже вот у меня, я когда вот после училища работала в худфонде, он меня вот встречал там в художественном фонде и говорил: почему не поступаешь? Ну-ка давай, езжай поступать в Суриковский институт, он мне говорил. Вот. Надо идти по стопам отца, он говорил. Вот. И вот этот человек, скажем, да, можно сказать, уступил мне мастерскую, да, но он ушел из жизни. Вот. И на тот момент у него в мастерской очень много вот этих вот чоронов, вот этих, да, всяких берестяных вот этих туесов, очень много было там стояло. Вот Элеонора Сивцева, дочь Элея Семеновича, она как бы, ну, она говорила, что пусть постоит, я потом заберу, типа. Ну, и в итоге они там несколько лет простояли. И вот я так прямо с такой радостью начала эти натюрморты писать, ставить. И мне тогда вот, у нас с Сашей на двоих было, это мой муж, да? Вот. Я помню, мы вместе ставили эти натюрморты, он мне помогал, но сам он их не писал почему-то. Не его, да, он там на охотничью тему, там всегда. Ну и вот и я там сидела, писала эти натюрморты. Вот это вот радость получения мастерской, скажем так. А вот эта вот картина, которая называется «В гостях у художника». Про шкаф. Да. Ну вот, да, этот шкаф, в общем, поэтому я так его и назвала. Это шкаф, он... Буфет, ага. Он принадлежал Сексяю, Семену Парникову. Ага. И у него была мастерская, вот сейчас там Туяра Ефимовна Шапошникова. Я этот шкаф там видела вот недавно. И этот шкаф, в общем, у нас вот в Доме художника тогда агики было, да, и мы вот занятия вели. И Туяра Ефимовна этот шкаф вынесла и студентам как бы одалживала для натюрморта. И он там по всем мастерским ходил по гостям, этот шкаф. Ну и, в общем, и однажды летом, ну, когда уже студенты ушли на каникулы, типа, я вот у Яры Ефимовны спросила, можно я шкаф себе вот возьму на лето? Пусть я хочу пописать его. Да, конечно, она сказала. Ну и вот и он зашел ко мне в мастерскую, в общем, и начала я писать его. Я его писала 2 года. Он со мной, в общем, вел борьбу. Он
не хотел поддаваться, скажем. Ты его написал. Он, в общем, я накладываю там, значит, пишу там какой-то отрезок, значит, а на следующий день прихожу, уже все поменялось, все, и цвета уже совсем другие, и тут у меня что-то все, краски что-то как-то тоже все поменялись, в общем, я его вот так вот Такой писала. изменчивый шкаф. Да, он менялся вот так вот постоянно, и я его, в общем, как только я его не задабривала, кому-то я что-то сказала, вроде бы, ну, я и сама, кажется, знала об этом, что, в общем, я специально оладьи испекла для него, положила там во все углы эти оладьи, там, поговорила с ним. В общем, ну и вот, и, в общем, 2 года я с ним так разговаривала, с ним, писала его, и вот когда я его писала, вот я ничего не меняла, я вот, как вот он есть, вот, все вот эти, как вы говорите, короли, лица, они там на нем были. Они там есть на нем. Да. Ага. В общем, ничего я там не выдумывала, все как было, так я и написала. Ну и вот и он у меня получился, скажем так. Вот такой он очень интересный шкаф. Ну, Вот года такая 2. история у картины. Ага. Я говорю, мы бы прошли, нет, как прошли, ну да, хорошо, ну тут все хорошо. А когда вот оказывается человека вот так вот подвести и рассказать, то ну, совершенно по-другому. Вот эта вот картина, например, она вот отличается от всех ваших картин. Вот эта вот большая. Это вот почему она такая? Да, Марьяна, расскажи нам, пожалуйста, Да, на что это? картина Почему? совсем Ну, вот эта не вот совсем картина- характерна на историческую тему. Да, эта вот картина, она, Она прям совсем скажем, не ваша, да, по моему мнению. Да. вот виновник, скажем так, да, и как бы тот, который меня на Сподвиг. это подвиг, вот познакомьтесь, пожалуйста, Иванов Владимир Давидович. И я прошу слова, чтобы вы как-то рассказали про эту картину. Для меня очень большая честь с Марьяной Михайловной познакомиться, да? Вообще надо признать о том, что идея эта летала давно про эту тему, и я никак не мог как-то найти фундамент, с кем можно было бы на этом пообщаться, и это, ну, уже не секрет, потому что вот мы случайно вот в кафе сидели, и с нами была Галина Неустроева, да? Галина Неустроева, искусствовед. И я у нее спросил, есть такая идея сделать картину «Братания на Байкале», Александр Невский, Сартак, Кудилай-хан. И она так сразу поняла суть о том, что это, в общем-то, очень актуальная тема ныне в рамках юбилея Александра Невского и так далее. Потому что все же знают о том, что Чудское озеро, битва на Неве, а то, что Александр Невский ездил в сторону Байкала, на эту тему есть исторические факты, есть, на эту тему раскручивает «Парк Россия. Моя история» очень серьезно. Но нет ни одной такой культурного такого картины на эту тему нету. И очень рад, что Галина Неустроева познакомила меня, и мы как-то вот сели с ней, разговорились, и ну, тема она сама такая, непростая, поэтому я очень благодарен, что наш проект совместный такой состоялся, и надо признать, что этот проект еще где-то на 70% же, да, она еще будет дорабатываться и так далее. И когда это доработается, вы увидите, и там уже будет совсем другой разговор. Сейчас пока то, что на сегодня уже представлено на публику, она уже вызывает общий интерес. Ну, даже вот тенденция, я сегодня только раскопал, материалы осматривал. В июне месяце Никита Сергеевич Михалков открывал в Екатеринбурге выставку про Александра Невского и сказал, что начинается сакральный разговор на эту тему. Буквально через 2 недели Русская Православная Церковь обратилась к министру культуры России о том, что хорошо будет сделать новый фильм об Александре Невском. Ну и вот буквально недавно Никита Сергеевич Михалков открыл Ташкентский международный кинофестиваль,
называется «Жемчужина шелкового пути». То есть выходит о том, что Александр Невский, он по шелковому пути в сторону Байкала добирался. И у нас вот проект с Марьяной Михайловной, то, что если он по ходу поездки в Монголию, ну, забрел на Байкал, на древние Вёльдинские игры, а сами буряты говорят, это грандиозные игры древних куруканов, турецких якутов. Марьяна, вот еще вопрос такой, вот мне тут передали. А в какие приметы, связанные с творчеством, вы верите? А Вообще есть существуют такие какие-то приметы, может, у художников есть, ну, например, там... Сценарий садятся. Да, есть такая примета, типа, если картина вдруг упадет, то значит ее купят. И тут начали падать картины. Сейчас все упадут. Ну, не знаю. На я себе верю. проверяла, нет? Ну, это особенно это бывает часто, когда в мастерской, вот, ну, студенты вот, в студенческой мастерской, там ведь они все двигаются, что-то там переставляют это, и бац, и картина у них падает. Очень часто бывает такое, что у них, ну, не знаю, это надо у них спросить. Я им тоже всегда говорю, о, купят, значит. Чем чаще падает, чем потихоньку дороже картина становится. Вот еще интересный вопрос, прямо связанный с нашими временами. Хотелось бы узнать, повлияла как-нибудь на ваше творчество пандемия коронавируса? У многих людей пандемия поделила жизнь на до и после. Можете ли вы сказать то же самое о себе? Как вы думаете, пандемия принесла только отрицательные последствия или все-таки что-то в вашей жизни изменилось к лучшему? Кстати, у нас есть работа, которую вот ты здесь в экспозиции висит, можешь даже рассказать, которая вот написана как раз в пандемию коронавируса. Ну, пандемия еще в прошлом летом началась, и я помню, в то лето нам даже запретили заходить в мастерскую в Доме художника. И я жила на даче со своей семьей, и пришлось мне вот сделать маленькие холстики, да, и писать там дачные цветочки. Всякие цветочки, там пейзажики, вот. Ну и а то, что, конечно, не пускали в мастерскую в пандемию, это, конечно, было очень для художника не очень. Ну, Так. тяжелое время было, потому что хочется все равно творить, писать как раз. Как Появилось раз и вот, время свободное, нас всех да. дистанцировали. С одной стороны, хочется работать, есть время, а с другой стороны, тебе работать не дают, потому что ты должен соблюдать ограничительные меры. Поэтому тут такая Да, очень и лето это тяжелая как была бы ситуация. каникулы у студентов, и ты уже как бы сам уже, ну, Себе да, предоставлен, сам себе можешь творчеством предоставлен, заниматься да, и в полной думаешь, мере. вот, наконец-то лето, теперь надо поработать, и тут бац, и пандемия, да, вот. Ну, конечно, не очень это, не очень, но еще вот этим летом вот я написала там картину, называется «Агохай» 2021 года, да. Да. Ага. Это, ну, я этот Ахохай посвятила как бы, как скажем, вот камлане у шамана, да, а у меня как бы это просьба, чтобы все было хорошо, да, чтобы пандемия прошла, чтобы пожары лесные прекратились. И, в общем, это такой Ахохай, посвященный вот благословению. Да. Ага. У меня вот как бы мои главные критики, скажем так, вот моя мама, да, и мой сын. Но я иногда как бы предполагаю, что вот, например, ну вот эту работу, например, я думала, что сыну точно понравится. А вот мама, наверное, закритикует, я подумала. И как-то я ей, в общем, по WhatsApp отправила ее. А тут куча восторгов, куча вот таких пальцев. Да. И потом еще главное, что она сказала, это этот олень, он как оберег
она сказала. И вот этому я была очень удивлена. А вот помимо творчества у тебя есть какое-нибудь хобби? Вот что ты любишь еще делать? Я в детстве очень много шила, вязала, а сейчас, ну, во времена А вот мне дефицита- сказали, что ты очень хорошо готовишь. Да, я люблю готовить. Есть у тебя какое-то коронное блюдо? Ну, недавно я испекла торт «Наполеон». Да. И главное, что почему я как бы этой выпечкой занимаюсь, да? Потому что я не доверяю нашим магазинам, особенно кондитерским изделиям, которые напичканы пальмовым маслом и с кучей сахара там, и не знаю там с чем, да. Поэтому я люблю печь, вот люблю смотреть, вот, например, Юлию Высоцкую, да, и вот эти ее советы о том, что не покупайте в магазине тортики, пирожные, лучше пеките сами. Ты взяла на вооружение Да, и взяла теперь на радуешь вооружение, своих да. близких кондитерскими и изысками. Люблю, да, очень печь, да. Ну, когда есть время, конечно, выходные, вот. Мы завершим нашу встречу с Марианной Михайловной. Большое спасибо. И сейчас, наверное, самый интригующий момент. Марьяна Михайловна выберет самого активного нашего Вот я. задающего вопросы и вручит свою работу. Вам на память.